Косыгин Максим, номер 9. Давай еще раз. Черенков Александр, номер 10. Косыгин Всем привет. Номер 23. Доброе утро. У нас 9 утра. В городе Якутск. Сегодня 11. И начинает вот Алекминск. Начинается матч между Алекминском и городом Якутском. Алекминск встречался с чемпионом в первом матче, с Ленским Илусом, и проиграл 10-1. А город Якутск выиграл Жаттай со счетом, по-моему, 6-0. И вот атакует город Якутск номер 12. Удар дальний, Вайтайский сайт. 13 это Паурдаков у нас. Ну-ка, пас начинается. Это аутсининг. Алекминск начинает атаку. Поехали вперед. Нет. Город Якутск. Оп, через защиту сыграли. Номер 2 бьет издали. Это у нас Калачев, номер 3. Алексей, номер 17. Кидает мяч вратарь Алекминска, но никто не откликнулся на эту передачу. И снова Якутск в атаке. Счет пока 0-0. Слышно ли звук? Ну, качество какое есть? Это возможности вот этой программы веб-камеры. Так что телефон у нас хороший. Ультра HD умеет снимать. Только вот, не знаю, может от качества интернета зависеть. Ну, интернет тоже вроде проводной у нас. 100 мегабит должно быть. Отлично, слышно. Наконец-то слышно теперь. Я еще в маске, вот маску снял. Коронавирус и все такое. К сожалению, да. Пандемия дала свои плоды, и сегодня зрителей нету. Есть только вот интернет-трансляция. Обязательно подписывайтесь на канал. У нас должно быть 1000 подписчиков, чтобы мы смогли комментировать сразу с телефона трансляцию начать. О, удар! 7-й номер забивает. Это у нас Бондаренко Роман. 1-0. 1-0. 1-0 на 3-й минуте. О, Алекминск в атаке. 11 номер перекатывает под левую. Нет, не смог ударить. Отдал 7-му номеру. 7-й под левую и бьет, угловой заработал. Алекминск будет отвечать своей атакой. Алекминск разыгрывает угловой. Центр поля. 6-й номер бьет. Но мимо ворот. 6-й там капитан. И Якутск начинает. В центре отдали 3-му номеру. 3-й вперед нет. Вроде бы аут города Якутск остался. Простите. Да, это город Алекминск против города Якутска. Счет 1-0. 1-0 в пользу города Якутска. Мяч забил 7-й номер. Бондаренко Роман. Удар от 3-го номера. Гюргин Денис. Но мимо ворот. Начинает атаку капитан команды. 6-й номер. Оп, вперед, заброс. Но заброс не удался, зато заработали аут. И отсюда уже можно начать свою комбинацию, домашнюю заготовку. Оу, не смогли. Фол. Фол заработал город Якутск. Да, у нас в мини-футболе правил чистки фолов. Ух ты, какой подкат. Будет 6 фолов, будут бить 10-метровые. А прошло всего 5 минут. Ну-ка. И удар! Номер 3.
Денис забил в левый угол ворот. Так не смог вытащить. 2-0 счет на 5-й минуте. Алекминс в атаке. Иркутск перехватил. Нет, Алекминс идет в контратаку. Вратарь вышел. Нет, Алекминс все еще в атаке. Гол! О, нет, не гол. Не попал по воротам. Игрок Алекминска, 10-й номер. Хорошая была позиция. Можно было забить. В защите играют. Оп, контратака. 4-й номер. Оу, показалось, что гол отсюда. Но нет, с внешней стороны мяч попал по воротам. И внешнюю сетку там потрепал. Оп, в защите ошибаются. Заброс опять. Нет, на этот раз аут не заработали. Иркутск сыграл в защите уверенно. Через вратаря. Вратарь бросает. Вот, достает мяч. Нет, Олег Москвы хватил. И поехали не вперед. Вот, в углу. 7-й номер. Ай-яй-яй, не смог он подставить мяч себе под ногу. Защитник сыграл уверенно. 14 номер. Оп, немножко не точно. Иркутск опять в атаке. У Иркутска 3 пятерки. У Алекминска 2 пятерки. Замен у Иркутска гораздо больше. Неточный пас. И контратака пошла 3-3. Под левую. И бьет 11 номер. Попадает защитника. Аут заработал Алекминск. Небольшие замены. 3-й номер вышел. Оп, обыграл. Нет, гвардия Иркутска мяч. Равный матч, можно сказать. Алекминск острые контратаки проводит. Как просто поворотом не попадает. Ух ты! 3-й номер бил. По-моему, угловой был. Угловой, да. Защитник попал. 3-й номер. Это у нас Аветисян Гор. Ой. Ага, следующий аут. Угловой разыграли. 7-й номер вперед по воротам. Никто не коснулся, и вратарь забрал руки и начинает свою атаку. Ай-яй-яй. Пол. 3-й номер сделал. На 13-м. И теперь штрафной. Да, спасибо за комментарий. Номер собирается исполнять штрафной удар. Нет, это пас. Пас на 9-го номера на дальнюю штангу. Но 9-й не смог остановить мяч. Неудобная высота была, видимо. Видимо, название неправильно, да? Ну, ничего, потом изменим, когда будем сохранять эфир. Сейчас во время трансляции, скорее всего, это невозможно будет сделать. Ага. Оп-оп. 13 номер вышел по флангу, отдал в центр. 29-й пытался бить, но попал в защитника. Аут. 9-й номер с мячом. По центру. Ага, в стеночку сыграли. 9-й и 13-й. Нет, перехватили их. Нет, обратный перехват. И 13 бьет. Попадает в защитника.
Угловой. Десять минут сыграно. Из 25 в первом тайме. Счет 2-0. Ага. Ой, можно было в касание ударить. Выцепил. Под центр. 9. Обыгрывает под левую. Левый бьет. Дальний угол, но попадает в защитника. Защитник успел перехватить этот мяч. Мяч шел в аут. Угловой. Ну, аут. Второй номер бьет, попадает в защитника. Сильный, хороший удар. Ох, ошибается город Якутск. При выходе из обороны. Мяч у Алекминска. По флангу передает, но по флангу не успевает игрок Алекминска. Якут с мячом. Ага, обыграл. Город. Центр отдал. Стеночка на дальний угол. Да, под дальнюю штангу хотел пас отдать, но защитник урвал пас. Перехват от Алекминска, еще один аут. Осталось примерно половина тайма. Тут с мячом. 10 номер под левую. Пас отдал. 10 номер. 10 номер вперед. И угловой заработал. Угловой. Разыгрывает. Ух ты, навес был. Но вратарь, нет, вратарь не коснулся. Пошли в атаку уже Алекминцы. Идет вперед. 10 номер. Пас отдал на 9. Оу! Да, от ворот. По вратаря сначала попал, а от вратаря рикошетом к нему же обратно попало из-за этого. Мяч шел от игрока Алекминска. Десятый номер. Нет, аут. Слишком высокий прессинг от Алекминска. И тут ничего не придумал, как отправить в аут. Ух ты, перехват. Ай-я. Немножко опасно было. Нет, все равно минутка осталась. Седьмой номер. Пас отдал, обратно нет, не получилось. Нет, все еще мяч у них. Перехватил инициативу Алекминск. Оу. Ну вот качество паса точно у них чуть не достает. Уступает они городу Якутску в этом компоненте. Якутск в атаке. Ай. Ошибся в атаке Якутск. И вот контратака 3 в 1. Под левую. Нет, не получилось. Обратная атака от Якутска. Нет, он только один пошел. Не поддерживает его. Оставил себе 17-му. Под левую бегать. Нет, не получилось. Хорошо защищался Алекминск. Опасная атака была. Но свою атаку они тоже не смогли хорошо сделать. 3 в 1 выходили. Ошибся. Игрок города Якутска. Алекминск. Ой, хороший прессинг. Двое игроков его зажали. Но мяч все-таки смогли оставить у себя. Ну, можно вратаря дать, да. Ага. Вратарь выбивает. Ух ты! Пас под левую. А левый фланг. Нет, вратарь все там сбегает.
Пас вперед не увенчался успехом. Никто не смог понять. Ух ты! Фол. По 2 фола. Ух ты, желтая карточка первая у нас в матче. 14 номер получает желтый. Сразу садится на замену. Сразу за толчок руками в спину. Юрий Николаев. Юрий Николаев, говорят там, ага. Да, немножко непонятная логика, чем ставить голосового комментатора, когда нет зрителей. Ух ты, как красивый финт сделал. Пяточкой себе вперед пробросил. 11 номер. Но потом дальше потерял мяч. Теперь фол опять. 3 фола против 2 фолов. Осталось 9 минут. Так что Олег Минск уже опасно дальше фолить. Еще 3 фола и можно бить 10-метровые. Тут в атаке. Ага, под правым флангом 9 номер бьет. Сразу сходу. Вратарь спасает. Угловой. А, нет, аут. Здесь, под удар. Обратно ему дыр. Прострел. Центр хотели сделать, но защитник успел выиграть этот матч. Так. Что-то с вратарем. Ждем. Ага, все, начали. Второй номер с мячом. Ваут убивает вратарь. Флангов. Правым флангом атакует активно. 3 человека сразу было на правом фланге из города Олег Минск. То есть... Оп-оп-оп. 7 номер. Защитники разыгрыш играет. Нет, мяч Олег Минска. 6 и 7. Напоминаем, кто только подключился, счет 2-0 в пользу города Якутска. Забили 7 и 3 номер. Сейчас потом скажу, кто это были. Перепасовка на защите от города Якутска. И резкий переход в атаку. Нет, угловой. Активно подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки не обязательно, конечно. Главное подписки. Нам нужен 1000 подписчиков. А в атаке Олег Минск. В этом на выходе сыграл хорошо и отправил мяч в аут. Успевает защитник. Вернуться защитники. 6 номер бьет. Попадает в игрока. Нет. Ага. Опасная атака. Олег Минска. Да, вот на поле 2 номер, Калачев. Ух ты, хороший удар от 9 номера. Вратарь спас. И в аут отправил. Якутск 3 фол. Да, фол. По 3 фола у них, осталось 5 минут. В первом тайме, наверное, 6-й фол не грозит обоим командам. Оп, вперед.
пустая у Бакрыка. Нет, город Якутска остается мяч. Якутский игрок был уверен, что мяч он будет разводить. Вот он, ветеран якутского футбола. Мальчов, нет. Оу! Как не попал по воротам. Чистый выход 1 на 1, можно сказать. Убойная позиция. Вот именно в этом компоненте Якутск пока превосходит. Свои такие полумоменты он забивает. Легкость пока нет. Вот отец номер. Обыграл. О, и защитник хорош. Выбил мяч из пустых ворот. 6-й номер. Отлично. Пошли тебе его легкости в атаку. Заработали аут. Вот герой момента, 6-й номер. И неточный пас. От 79 на 9. Мяч шел в аут. Прессингует, высокий прессинг от Алекминска. Но можно нарваться на атаку. Вот. Примерно такого плана, за шиворот себе пропустить. Да, вот 7-й номер автор гола. Разводит мяч. Первого гола. Бондаренко Андрей. 10-й номер. Ага, в атаке все еще Якутск. 10-й пас отдает. Нет. Хотел доверенно довести. И сам не стал бить. На 11-го номера хотел. Но защитники успели вернуться и вбили мяч на угловой. Пас. Ух ты. Пас на 7-го номера был. Углового. 11 номер. Нет, 7-й вернулся и цепал мяч сзади. Вот, спокойно прошел. 3-й номер в атаке. Пас. 7-й не успевает. И вот в атаке Алекминск. 11-й сразу сходу удар. И не попадает в дальний угол. Хорошая контратака. Все еще 2-0. 2-0. На 3-й и 5-й минуте они забили. Из тех, кто у нас голевая засуха. 79-й. Идет вперед, центр отдает. Ай. Номер 12. Городов есть. Нет. Попросил он 5 отчитать. И сам в это время очень быстро рассвел. После этого 6-й номер получает желтую. Вперед, в атаке кидает. Нет, слишком. 6-й остановил мяч. Ага, обряд под правую, на фланг уходит и зарабатывает угловой. Угловой разводит, 7-й номер, бьет, опять не попадает по воротам. Да, конец первого тайма, осталась 1 минута. Ух ты, какой небольшой удар получился во время отбора мяча. Но так спокойно забирает мяч. По флангу, ух ты, как двоих обыграл. О, пяточка не смог поддержать. Вот, защитник. Опа, находит мяч в аут. Алекминск боевая команда. Видимо, Ленск очень сильная команда, раз они смогли выиграть. Алекминск 10-1. Смотри, сегодня и Ленск в деле. Сегодня у нас 6 матчей. Так что
Подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропустить начало матчей. Первый тайм закончится со счетом 2-0. Впереди второй. Перерывчик. Да, во время перерыва могу сказать, кто забил. У Калачикова Вани какой номер у нас спрашивает? Калачиков Иван, номер 11. Номер 11. Так, а забили сегодня Бондаренко Роман, номер 7. Вот у нас протокол. И Юргин Денис, номер 3. 2-0 сейчас. Бондаренко вот 7-й. И Юргин Денис забил. Угу. Нет, Калачиков не забил, нет пока еще. Посмотрим расписание. Сегодня четверг. Играет. После этого в 11 часов Жатай против Ленска играет. Потом в 13 часов Усть-Салдан Хангаласский. 15 часов Мининский, Якутск. Второй матч будет играть сегодня. Угу. Третий тур сразу начнется. Берег Хангаласский с ЛФУ 17:00. Почему их, интересно, пораньше не поставили? И Ленский будет второй. А, нет, Ленский нет. Ленский сегодня не играл. Ленский и Мининский будут играть еще. Угу. У Якутска, получается, сегодня 2 игры. Счет 2-0 после первого тайма. Так, какие вопросы еще были? Только по счету. Кармадонова не выпускайте. Кармадонов это у нас игрок, видимо, Алёкинска. А нет, Кармадонов 10-й номер города Якутска. Вот не помню его в поле, чтобы он был тяжеленьким. На 6-й номер тяжеленький. Богданян Микаэл из города Алёкинска. 6-й номер. Так. 71 человек в онлайне. Ну, перерывчик у нас еще минут 5, наверное, будет. Потому что следующий матч в 11, через 1,5 часа только перерыв у нас. Угу. Что еще рассказать? Вот город Якутск. И вот Алёкинск. Как я уже говорил, Алёкинска 2 пятерки. Хотя нет, можно сказать 3. 11 полевых игроков и вот так. Якутска гораздо больше. Три четверки, даже запасной еще 13 игроков на поле и 1 БТФ. Вот так Захаренко Владимир из города Якутска. У Алёкинска Варламов, да? Филиппов написано. Филиппов Артем. Алёкинска. Да, пишите вопросы. Стараюсь ответить. Тренеру Якутска Марченко Олег Владимирович. Олег Михайлович, то есть. У Алёкинска я не вижу тренера. Как будто бы сами решают, кто играет, кто выходит. Опа. Вот так стоит.
Начинается второй тайм. Всем привет, кто знает, как вчера Ленс сыграл. Ну-ка, я это могу сказать. Ленс вчера Олег Минск выиграл, кстати. Олег Минск, который в синей форме, 10-1 они выиграли. Мне сказали, что это чемпионы прошлого розыгрыша. И вот начинает город Иркутск. Да, Ленск, видимо, очень сильная команда. Раз крепкую команду, как Олег Минск, выиграли 10-1. И то пропустили в самом конце, судя по протоколу. Якутс в атаке, угловой разыгрывает. 9 номер с мячом. Бьет, попадает в игрока. И угловой. Окей, какой навес. Но на навес никто не прибежал. Дает мяч в вратарю, вратарь обратно. И вот Олег в атаке. Центр не точно. 11 номер отдал 7 номеру. Рукой остановил мяч. 13. Не то, что прямо остановила, там скорее попало в мяч. Ух ты! Какой хороший пас был. Надеюсь, наверное, не смог остановить. Теперь уже Якутск в атаке. Первая половина пошла. Первого тайма пошла полностью за Якутском. Во второй половине первого тайма Олег очень опасно контратаковал, высоко прессинговал. Лишь бы им сил хватило на второй тайм. А Якутск, оказывается, еще второй матч сегодня будет. Поэтому они, видимо, счет устраивающий их сделали в самом начале и уже играют как будто бы в энергосберегающем режиме. Потому что у них в 5 часов вечера еще второй матч. Ох ты, третий обыграл. Оу! Мог забить второй гол. А, нет, это 9-й. 9-й, наверное. 9-й еще не забивал. Ага, заброс. Хороший пас. У нас в атаке. Пас на дальнюю. Нет. Можно было, наверное, лучше ударить отсюда. Как раз мяч под правой был. Ходит вперед, обыгрывайтесь. Якутск хорошо комбинирует. В конце концов, Олег смог отыграться. О, чуть-чуть, если бы поточнее был пас. 2 в 1 выходили. Олег Но, да, мяч чуть-чуть не точно, из-за этого ушел аут. А вот этот 10-й номер, которого просили не выпускать, вполне себе не такой очень здоровый парень. Тяжелые приговорили. Вот 6-й номер, вот он, защищается Олег Минск. Наверное, раза 2 больше. Олег Минск. Ага. В защите хорошо отыграл 10-й номер. Теперь 7-й. Вперед бросает. Отличный пас. Остановил хорошо. О, мог на фланг отдать. Вот Якутск. 3-й номер.
О, чуть-чуть не точно. Утилка сошла, мяч шел. Дальний угол красиво хотел положить. Прям на точность. Это был третий номер, Денис, который забил второй мяч города Иркутска. Счет 2-0. Да, активно подписывайтесь на канал. Нужно набрать нам 1000 подписчиков. У нас сегодня было 200 с копейками. Шестой номер в атаке. Ага, продавил. О, нет, защитник в падении все-таки отправил мяч в аут. Да, такого парня в корпус не сыграешь. Хороший пас. Седьмой номер бьет. О, вратарь спасает. Опасно, да. Но отсюда казалось, как будто бы, что мяч, точнее, седьмой номер Иркутска, сейчас посмотрю, это Бондаренко Роман. Он забил первый мяч как раз таки. Да, вот подсказывает Рома Бразилец, видимо, кличка. Ой, чуть не упал парень. Дал назад. О, фол. Не фол? Аут. Значит, один остается у Якутска. 11 номер упал. О, обыграл. Евгений Денис. Оп, пас играет. Отлично. Шестой номер. Удар не получился. Вот так-то обыграл, да. Уже с острого угла. Может, это, скорее всего, пас. Тайм-ауты команды сами не брали. Хотя могут это сделать. И время позволяет. Вот он, автор гола. Хороший пас от вратаря на третьего. О, и вот он, дубль. Да, во время того, как забивал гол, еще и потом попал, видимо, в лицо вратарю. Бондаренко забил второй гол. Пас отдал третий номер. Евгений Денис, да, автор второго гола. 3-0 счет. 3-0. Спасибо за комментарий. Очень приятно. О, можно было направо отдать, да. Уже поздновато. Вот так и... Ай-яй-яй. Да, мне показалось, это был фол на Даниэле. Но нет, позволили сыграть. По-английски повел себя судья. О, неточный пас от Даниэля. Мяч шел в аут. Ага. Ой-ой-ой, да, немножко не точно, но седьмой номер успевает на этот мяч. Сам отдает пас. Вот, отличный пас. Пяточкой красиво. Надо забивать. Оу! Как так-то? С реализацией плохо. Команда Лекнинска. Хорошая атака проводит. Желание бешеное. Ну вот, да. У Якутска больше соревновательного опыта, скорее всего. Такой Лекнинск бьет. О, в штангу попадает. Некому давать было. 8 номер. Думал, что кто-нибудь там есть в пасе. Нет.
Через вратаря. Уверен, все игроки города Якутска играют в высшей лиге. Да, у Якутска есть 4 лиги по футболу. Слишком много команд, настолько много команд. И бывало так, что даже до 3-й лиги бывало и по 20 команд играло. Вот последний год чуть поменьше стало. Команд 12, наверное. И так, в первой лиге играет около 10 команд, во второй. В высшей лиге еще 10 команд. Второй около 20. И в третьей лиге вот 12. Очень футбольный город Якутск у нас. Атакует Алекминск. Хотя бы гол пустить они заслужили. Дальний удар в центре поля, но мимо ворот. У Якутска вратарь Захаренко Владимир. По камере вопрос решили совместно с Петром Тявом. И вот я сегодня снимаю и комментирую. Ух ты, как он достал. Комментатор, оператор сегодня Евгений Наговицын. Ух ты, Алекминск в атаке. Надо забивать. О, вратарь. Да, Захаренко сегодня в ударе. Не хочет он пропускать гол престижа. Пас на дальнюю. О, 12 номер чуть-чуть не успевает. Ну и мяч высоко шел. На уровне бедра. Сложно было ударить. Да, это вот такой плотный удар издалека 9 номера, но попадает защитник, да, убивает мяч в аут. Больше хороший, да. Да, у Якутска все в порядке с мелким пасом. Спокойно распасовываются они. Наверное, по пасам. Трехкратное, четырехкратное преимущество города Якутска. Вратарь кидает вперед, отлично! 17 принимает. О, вратарь хорошо сыграл. Но комбинация была отличная. Вратарь бросил. После перепасовки и в защите никого не казалось. Вот 17 номер, еще один удар. О, два хороших момента. 18 номера было. Один спас вратаря, второй он сам не попал по воротам. Ух ты, останавливает мяч 23-й. Нет, в этом остался мяч. Да, как я говорил, Якутск футбольный город. И мы ждем, когда откроется. О, комбинация, да, ага. 13 номер отдал пас. И с 17-й все-таки с 3-й попытки забил поворотом. Это у нас Кислицын Алексей. Алексей Кислицын. Да, 4-0 стал счет. 4-0. Да, вот мы все, говорю, выложим мысль, ждем открытия футбольного чемпионата. Потому что в высшей лиге вот около 10 команд, в первой лиге чуть больше, около 15 команд. Ух ты, Алекминск! А, все-таки хотели забить гол. И вот здесь все ждут. Алекминск. Удар. А, нет. От защитников ходит мяч. Не показался от 7-го номера. Никому давать, как будто бы. Аут. Счет 4-0. Осталось 11 минут. Вторая уверенная победа города Якутска. Ну и получилось второе разгромное поражение Алекминска.
В первом матче они 10-1 проиграли. А сейчас вот 4-0. Пас на 9-го, на 12-го. Нет. Ага, пошли в атаку. Можно отдать пас. Надо уже бить. Кто-то должен ударить, если хотите забить. Якутс в защите. Защита быстро вернулся и вот спокойно владение теперь у них. Ай, ту же самую комбинацию хотели разыграть. Но в атаке никто не успел так вернуться. Пол. Якутск второй гол. Это внушение дает. Внушение дает арбитр 12 номеру. Якутска второй фол. Налет Минска 1. В первом тайме по 3 фола у них было. И 2 игрока получили по желтой карточке. А во втором тайме все гораздо более мирно происходит. Налет Минска атаки. 11-12 номер. Рисуется 7-й. Ай, неточный пас получился. 3-й в атаке. 3-й номер. Автор гола. Вот он, герой сегодняшнего матча. Бондаренко Роман, бразилец. А гола он сегодня забил. Вот он с мячом. Может, хэт-трик? Хэт-трик, да. 3-й гол забивает. 7-й номер Бондаренко Роман. Реализация у него, конечно, просто на высшем уровне. Очень сложно Олег Минску защищаться. Да, тайм-аут взяли. Олег Минск. Якут стоял и не понимал, что же делать. Не знаю, тут по умолчанию стоит. Это, видимо, программа, которая веб-камера не дает хорошее качество делать нам. Да, спасибо за комментарии. Вот только у меня появилось время почитать. Да, активно подписывайтесь, чтобы мы смогли получше еще качество сделать трансляции. Потому что не все от нас зависит. Небольшое финансирование нам. А для этого должны люди увидеть, что у нас хорошее желание, но вот возможности чуть поменьше, чем желание. 15 номер в атаке. Разыгрывать мяч. Прессинг хороший. Высокий прессинг от Олег Минска. Ага, и вот 11 номер. Хорошо сыгрались они в стеночку. Олег Минска вернулись в защиту. Вот самая голевая. Самая голевая четверка у Якутска. Самая боевая. 7-й и 3-й номер на поле. Счет 5-0. 5-0 город Якутск идет. И 3 гола забил Бондаренко Роман. Вот он. Ага. Точный пас, и вот Олег уже на гол Престижа, скорее всего, только претендует. Вряд ли камбэк получится сегодня. Оу, касание бил, но не попал по воротам. Вот 3-й номер. Обыграл спокойно. Ага, по флангу прошел.
Можно бить. А, бил. И не попал по воротам. 7 номер начинает атаку, но высокий прессинг. Да, высокий прессинг Бондаренко не смог ему. А, 3 номер. Чуть-чуть не смог совладать с мячом. Мяч шел за лицевую. Вперед по заброс. Отличный. 7 номер принял. Да, чуть-чуть скорости не хватает. Лёгница. Скорости в атаке. В пасе. Да, вратарь Якутска сегодня хорош. Несколько очень опасных ударов вытащил. О, пас. Нет, не смог. Даниэль с мячом. О, хороший защитник. Ну, быстрее, вот именно о чем я говорю. В атаке, вот скорости принятия мысли, решения не хватает. 3 в 1 или 3 в 2 могли выйти, но игрок замешкался с мячом. Вот. Ничего опасного не случилось. Здесь номер под левую играет. Ой-яй-яй. 2 прострела, да, защитник. 79-й обыграл двоих, да, ага. Идет вперед. 3-го обыграл. Пас. И нет, вратарь сегодня лучше всех попал. 12 номер не добивает. Да, обиднее всех, наверное, 79-го, который обыграл сегодня. Сейчас 3 в атаке. Потом отдал пас. Ну, вот пас. Не смог хорошо ударить. Якутск в атаке. Пятый, 12-й бьет защитник. А это из вратарь. Переводит мяч на угловой. Бьет издали. 5-й номер. Не попадает по воротам. Выше ворот мяч уходит. Бросает вратарь. Ага. 2-й номер цепляется, оставляет 79-му. А нет, это 23-й. Вратарь. Опять на месте. О, 8-й номер прессингует. И, по-моему, фол. Да, фол. Якутск, 3-й фол. Фол от Даниэля. Защитен. Оп. Не видно там. Даниэль возмущен. Пас. Правой. О, почему? Ай-яй-яй, ребята не смогли довести дело до удара. И, как правило, не ударишь, не забьешь. О, наконец-то первый гол. 10-й номер забивает. Это у нас Черемных. Саша. Записано у меня в протоколе. Александр Черемных. Да, Черемных. Счет 5-1. 5-1. Гол Престижа все-таки смогли забить, как и в прошлом матче. В прошлом матче не закончился 10-1, а сейчас вот 5-1. Ой-ой-ой, какой неточный пас. Осталось 2,5 минуты. Перерыв. Тайм-аут бьет город Якутск. И вот как мы видим, 2-й номер. По-моему, это, я скажу, да, Калачев Андрей.
Что-то. А, он хочет пятого полевого игрока выпустить. Чтобы разные свои наработки сделать. Счет позволяет. 5-1. Да, я хороший вопрос задал. Я тоже заметил, что игрок Аленпинска заступ сделал, когда мяч вводил, но судья этого, видимо, не заметил. Скорее всего, нельзя заступать за линию при вводе мяча. Да, Аленпинск все еще полон желания играть. Вот Калачев ценные указания дает. Один из самых опытных футболистов Якутии. Теперь Марченко рассказывает, кому как играть. Скорее всего, да, шестого игрока они собираются выпускать. Да, вот номер 5 вышел. Это Кобзев Евгений. Вот он в атаку собирается идти. И ворота пустые. Шанс отыграться. Ой, зря они пошли вперед. Вот 2 человека сзади осталось. А защитник-то всего один-то. Да, вот направо отдают. Направо один человек. Лишний игрок у них появился. Вместо вратаря города Якутска. Будут они. Это вот тактический прием, чтобы когда счет надо срочно забивать, когда счет 3-2, можно сказать, all-in играет. Когда. Ух ты, вот, хороший пас. Да, и в такой атаке, при такой тактике главное довести мяч до удара. Хорошо отправить своего свободного игрока в атаку и забить. Он благодаря лишнему игроку спокойно может перепасовываться сзади. Вот он, номинальный вратарь, 5 номер. А в таком случае защищающейся команде очень сложно. Вот о чем я и говорил. Ай-яй-яй, если бы пас, да, низом пошел бы, то вот на пустые ворота можно было. Оу, не фол, интересно. 5 номер. Оу, штангу попадает, 17 номер. Да, верный гол был. На пустые ворота уже можно было бить. Кидает вперед. И в аут уходит от 11 игрока. Олег с мячом. Счет 5-1. 5-1. И 3 гола из них забил 7 номер города Якутска. Бондаренко Роман. Якутск в атаке своим личным игроком. Да, минута осталась. Спокойно перепасовываются игроки Якутска. Пас вперед. И вот пустые ворота можно сразу отсюда ударить. Но технически не получилось у игрока Аленпинска номер 8. Пустые ворота в центре поля забить. Да, хорошая возможность была второй мяч забить. 26 секунд осталось. 11 номер бьет, попадает. А защитник выбивает головой в аут. 21 секунда. Ух ты. Прессинг от Аленпинска. И вот свободного игрока находят. Город Якутск. Оф.
Вот так. Вот пас же есть. Ага, время. Счет 5-1. Да, интенсивный матч сегодня получился. Олег Минск опасно контратаковал, огрызался. Забили все-таки один свой гол. Якутск тоже очень быстро, комбинационно играет. Пас у них отлично. Все, встретимся в следующем матче. Следующий матч у нас в 11 часов. Не скажу, кто играет. Играет Жатай против Ленска. Ленск, который выиграл 10-1 в первом матче. И Жатай, который проиграл Якутску 6-0. Смотрим, второй матч. Так, это совершить.